До этого очень сильно люди были возмущены тем, как власти себя ведут во время пандемии коронавируса, когда не были обеспечены хорошие условия для того, чтобы люди могли принимать лечение, не было мест в больницах. И, конечно же, это очень сильно разозлило людей, особенно то, что был карантин 1,5 месяца, и люди не могли работать, а у нас очень много людей, которые работают ежедневно, да, получают зарплату ежедневно, и, соответственно, они фактически остались без средств к существованию. Это, конечно, очень сильно разозлило людей. И потом эти выборы, многие говорили о том, что нужно эти выборы отменить, потому что денег в стране и так нет. Нужно отменить, потому что пандемия. Ну, в общем, очень много аргументов про это все приводилось, но власти все-таки решили проводить эти выборы. И когда народ увидел, что в парламент фактически проходят все провластные партии и ни одной оппозиционной, конечно, это вызвало большое возмущение, конечно, это вызвало то, что все привело к митингу, да, ну а потом митинг перерос в столкновение с милицией и так далее. То есть для нас, на самом деле, это не было неожиданным, потому что уже к вечеру настроение на митинге было таким, что люди готовы на все, чтобы эти результаты выборов были отменены, потому что они почувствовали, насколько это все несправедливо было сделано, насколько много было нарушений, на которые Центральная избирательная комиссия закрывала глаза. То есть, и это все привело в итоге к тому, что люди решили как бы действовать силой. Вот, поэтому мы уже к вечеру понимали, что могут быть беспорядки, но мы не ожидали, конечно, что к 7 утра будет захвачен Белый дом. Но хотя стоит отметить, что, в принципе, в 2010 году у нас была похожая история, и мы также у нас в нашей стране тоже где-то за день совершилась, условно говоря, революция, был захвачен Белый дом, а как только захватывается Белый дом, потом уже все идет по накатанной, условно говоря, все бегут захватывать другие ведомства. То есть, как и сейчас происходит. Идея следующая. Они прибегают в ведомство, смещают руководство, назначают туда своего руководителя, ну и, соответственно, таким образом заменяют всех чиновников на постах, на исполняющих обязанности. Вот. И сейчас это как раз-таки происходит по всей стране. Мэры городов уходят в отставку, по всей стране губернаторы уходят в отставку, потому что в обл. Администрации и так далее приходят люди, митингующие, и говорят, вы все, вы уже не легитимная власть. Вот, поэтому как бы к концу вчерашнего дня нам уже не было удивительно, что будут происходить беспорядки, но то, что, конечно, Белый дом захватили, разгромили, мы немножко не ожидали. В 2010 году все было по похожему сценарию, тоже был митинг, только там другие чуть-чуть предпосылки были, был митинг, но там было сильное кровопролитие, потому что тогдашний президент Курманбек Бакиев, он дал приказ стрелять на поражение боевыми патронами, и тогда погибли более 80 человек. В этот раз, ну, по крайней мере, сам Сооронбай Джейнбеков заявил, что он хотел сохранить мир в стране, поэтому решил не давать приказ на поражение. То есть в этот раз спецназ стрелял исключительно резиновыми пулями и использовал водометы, использовал светошумовые гранаты или же слезоточивый газ, да, но вот до боевых патронов дело не дошло. И что по итогу мы видим, у нас более 500 человек пострадавших, в том числе это и правоохранители, и ОМОНовцы, но погиб только 1 человек. То есть здесь мы видим, конечно, различия. Но в прошлый раз, в 2010 году, тоже был захват Белого дома, тоже все сожгли, тоже
тоже он был разгромлен, как и сейчас. С силовиками такая история, что они не настолько сильные, к примеру, как в Беларуси или в России, да, когда мы видим там жесткое подавление митингов. Даже когда был приказ стрелять на поражение в 2010 году, все равно митингующим удалось захватить Белый дом. И фактически, да, считается, что если Белый дом захвачен, то как бы силы митингующих, ну, как бы митингующие сильнее, и фактически уже в это время ОМОН и правоохранители, они прекращают противодействие, и просто мы их даже сегодня в городе не видели, ни на площади, нигде. То есть они понимают, что им может очень сильно, условно говоря, прилететь, да. Ну и, соответственно, у нас в парламенте, вот в этом Белом доме сидит не только парламент заседает, но на 7-м этаже заседает и президент. Ну, то есть фактически это символ вообще всей власти, да. После того, как захватили Белый дом, конечно же, они пошли к Дому правительства, а у нас Бишкек очень маленький, и, соответственно, от одного здания дойти до другого у вас займет 5-7 минут. Все государственные здания, они находятся примерно вот в центре, да, и поэтому митингующим им очень быстро удается захватывать вот эти здания администраций. Вот, поэтому как только захвачен Белый дом, у нас фактически правила игры такими становятся, что митингующие победили. И здесь еще надо учесть то, что силовики на самом деле они очень четко понимают, что потом, если они будут применять оружие, как это было в 2010 году, их будут судить. В 2010 году после событий апрельской так называемой революции был очень большой суд по всем вот этим вот делам, и всех спецназовцев, ОМОНовцев, альфовцев, их всех посадили на большие сроки. И тогда за них действующая власть не встала, и, соответственно, ну, как бы они понимают, что если они начнут применять вот такую силу и убивать своих же граждан, их потом просто посадят, и ничего из этого как бы не выйдет. И за счет этого как бы получается так, что в Кыргызстане на самом деле достаточно легко захватить власть. Еще надо еще раз отметить, что на самом деле у нас силовиков не так много. У нас не очень сильная армия, у нас не очень сильные вообще вот эти спецслужбы. Это все из-за того, что просто у нас не очень много денег в бюджете, да. И основная статья расходов – это не оборона, основная статья расходов – это социальные какие-то вещи, это образование, это здравоохранение и так далее. Поэтому за счет того, что у нас вот силовики такие слабые, милиция такая слабая, получается то, что получается. Ну и как бы, допустим, все многое зависит не только от силовиков и от того же президента. Видимо, они почувствовали, что президент дал слабину, и они тоже решили, что нет смысла дальше в этом участвовать. Потому что когда был вот как раз-таки в августе 2019 года, когда был штурм дома резиденции в Койташе, силовики себя вели совершенно по-другому, потому что они чувствовали, что там нет критической массы людей, что там как бы нет такого противостояния, которое было в этот раз в Бишкеке. И они тогда, конечно, им удалось захватить Атамбаева, да, и арестовать его, но все, наверное, видели, что тоже им потребовалось на это два дня. То есть если мы смотрим на другие страны, да, когда силовики начинают выступать, очень часто им очень мало времени требуется на разгон митинга, на еще какие-то действия. У нас это на самом деле не так происходит, именно из-за того, что просто силовые структуры достаточно слабые. У нас, в общем-то, постоянно сменяются президенты. Единственное легитимное, так сказать, нет, не единственное, в общем-то, кажется, это уже 5-й президент, насколько я помню, потому что у нас сначала был Акаев, потом Бакиев, потом была временная президент Роза Атамбаева, был Алмазбек Атамбаев, и теперь Сооронбай Джейнбеков. То есть, да, это 5-й президент. И в целом те два президента, Акаев и Бакиев, они были свергнуты. Предпосылки
поступки были разные. У Акаева это было связано с тем, что он семейно-клановое правление ввел, а у Бакиева это то, что он начал очень сильно повышать на все тарифы и так далее, и его сын захватил фактически весь бизнес в стране. И, в общем-то, люди отреагировали и его свергли, да, и вот он как раз-таки живет сейчас в Беларуси, и его не выдают нам, не экстрадируют, хотя власти постоянно заявляют, что мы занимаемся экстрадицией Бакиева. Ну, в общем, как бы дело не двигается, как вы знаете, да. Вот. Следующий президент пришел, как бы состоялась мирная передача власти, он пришел через выборы. Второй президент, нынешний, Сооронбай Джеймбеков, он тоже пришел мирно, но, однако, все как бы знают, что его поддерживал бывший президент Алмазбек Атамбаев, он его сделал преемником, и выборы тоже не были такими супер честными, да, тоже было использование административного ресурса. Вот. Ну и, соответственно, вот сейчас он уже третий год у власти, и очень много недовольства в отношении него есть, особенно, как я говорю, на фоне пандемии, так как власти не смогли хорошо справиться с тем, чтобы люди получили нормальное лечение, и с тем, что люди голодали на самом деле. Вот. И, в общем-то, конечно, очень много обвинений в том, что он срастился с коррупционером Матраимовым, и они, в общем-то, правят властью, правят страной несправедливо. Так что да, это пятый президент, и для нас в целом такие вот пертурбации, они, ну, я бы не сказала, что привычно, но они уже были у нас в стране, и, как я говорю, вот эта схема, когда захватили Белый дом, а потом планомерно смещаются главы городов, главы местных областных администраций, она уже отработана, и фактически сейчас все происходит по этой схеме.